Диспансеризация детей проводилась в Абхазии с февраля этого года и охватила практически все детское население страны. Цель диспансеризации – своевременное выявление и профилактика заболеваний у школьников и воспитанников детских садов. В случае обнаружения патологии у детей была возможность продолжить их обследование и лечение в медицинских учреждениях России. Награды получили 160 медиков, принявших участие в диспансеризации. Во время диспансеризации именно я и мои коллеги занимались флеботологией. Это забор крови у малышей, не только у школьников, но и у малышей, у дошкольников. А двое моих коллег, они занимались по ЭКГ. Они помогали коллегам, снимали кардиограмму. Мы объехали все села нашего района. Я думаю, что все довольны. Всех мы обслужили, и спасибо нашим коллегам. Все они очень внимательно осматривали детей. Такая работа по массовому обследованию детского населения была проведена в Абхазии впервые за последние 30 лет. Осмотры проводили квалифицированные специалисты. Наших коллег, которые принимали участие в первом этапе диспансеризации, вы знаете, врачи уехали, мы их также поблагодарили. Сегодня настала очередь наших абхазских коллег, которые провели колоссальную работу, которые помогли нашим детишкам, брали кровь, все необходимые делали исследования, помогали нашим коллегам. И мы хотим сегодня вас, как говорится, наградить благодарственными письмами. Огромное вам человеческое спасибо за ваш труд. Это действительно впервые в истории Республики Абхазия практически 27 тысяч детишек было осмотрено по всем районам Абхазии. И они сегодня получают ту необходимую медицинскую помощь, в которой они нуждались. Еще раз хочу сказать огромное вам человеческое спасибо. В республике работали 4 бригады российских врачей. Это более 40 специалистов и более 60 медработников Абхазии. Бригады были оснащены мобильным оборудованием, ЭКГ, УЗИ и не только. Диспансеризация охватила абсолютно все районы республики. Мне кажется, что это весьма солидные цифры, за которыми стоит здоровье и благополучие каждого ребенка. Большое спасибо вам за труд, за преданность делу. Мне кажется, вы настоящий герой нашего времени, который каждый день стоит на страже здоровья и жизни людей. Мы сейчас общаемся с детками и с родителями детей, которые уже выехали в те или иные федеральные центры, и они говорят о том, что мы, оказывается, жили там с заболеванием, не знали там ту или иную причину наших недугов, достаточно редкие иногда бывают заболевания, да, они, может быть, не лечатся, но мы теперь знаем, как с этим жить, ребенок полноценно, комфортно вливается в свою среду, и это результат всего того, что мы с вами делали, это очень большого стоит. Вот за каждого такого ребенка я вам хочу сказать спасибо, мы даже выезжали, и знаю, что вы тоже выезжали отдельно, брали потом анализы у деток с инвалидностью, которых осматривали на дому. Это тоже очень важно, потому что не все могут прийти в школу. И это большая такая трепетная история, которая нас всех объединяет. Большую часть детей, которые живут в Абхазии, посмотрели, дали свои рекомендации, дали заключение. Нам даже родители говорили, что в чатах пишут, что каждого ребеночка смотрим как своего. Это очень важно, что к каждому ребеночку особенное было отношение. Ежедневно проводилось около 1200 лабораторных исследований. Диспансеризация охватила все районы республики. Также российские специалисты осмотрели детей с ограниченными возможностями здоровья. Каждому из них бригада врачей выезжала на дом. Каждому участнику, начиная от того, кто работал, может быть, всего 3 дня, и тем, кто работал 3,5 месяца, безмерно благодарны. В рамках диспансеризации было осмотрено около 27 тысяч детей. У 16 тысяч из них заболевания были выявлены впервые. Айлита Арутюнян, Налгвинджия, Абхазское телевидение.